Чао а тутти! Всех приветствую из маленького, аккуратненького городочка Сардинии, который называется Каниджоне. Это самое сердце исторической области Галура. Береговая линия Каниджоне входит в лазурное побережье Коста Смеральда. Но здесь, несмотря на соседство с пафосным Порто-Черво, где любит, например, отдыхать Леонардо Ди Каприо и многие другие очень известные или просто очень богатые люди, Каниджоне все-таки сохранил в себе элегантно черты галурской деревни. Здесь все красиво и просто в то же время. Галина, как знакомое нам имя, с итальянского переводится как курица. Галло – петух. И у нас сразу вызывает ассоциации с сельской местностью, где ранним утром поют петухи, заливаются. И это так же, как герой этой фотографии, которую вы видите на стене магазина, указывает на тесную связь народа Сардинии, народа этого места с природой, с сельским хозяйством. И на витринах магазинов, как, например, этого, мы часто увидим изображение курочки. Это такой в то же время символ заботы о своем доме, о своей семье. Там лежат типичные такие коврики, подушечки для Сардинии с уникальной вышивкой. И вы видите красивых девушек в национальных одеждах. Это, конечно, не муралес, которые мы с вами видели в моем сюжете о Теноре, где вся деревня – огромный музей под открытым небом. Но здесь тоже мы найдем, как, например, на этой стене фреска, прекрасные арт-объекты, сделанные с душой и любовью, отображающие народные традиции. Как на этой красивой стене был изображен один из героев кавалькады, такого национального фестиваля-марафона, где сарды пешком или на лошадях гордо шествуют в традиционных костюмах. В одном из недавних моих коротких видео я чуть-чуть показала кавалькаду, подробнее выйдет сюжет позже. А сейчас немного вернемся в лето, где улица полна туристов. И тут мы видим кракена, о котором я рассказывала в видео про осьминога. Здесь ему приглянулся маяк. Веселая русалка в солнечных очках. Другая же Ундина любуется спящим рыбаком. А затем сюжет, знакомый из песни Игоря Николаева. Дельфины и русалка, они, если честно. Ни пара, ни пара, ни пара, поет он. Такая романтическая грустная песня. И все наши гуляния по пустынному Каниджоне связаны с попыткой найти место пообедать, потому что, как я говорила, в 2 часа, крайняк 2:30, кухня в ресторанах закрывается. Если не успели, то придется есть бутерброд, то бишь панина, или какой-то максимально простой салат. Кафе. А куда мы едем? Спросите вы? На природу искать птиц. Рядом с Каниджоне находится небольшой залив с красивым выходом в море, куда прилетают инваканцы на отдых птицы. Здесь иной раз можно увидеть фламинго, и в этом видео мы с вами посмотрим 3 таких места. Попытаем удачу найти птиц, если не финикоптеров, а это фламинго, то, по крайней мере, каких-то других, за которыми всегда интересно наблюдать. Ну и если смотреть на кусты и на водную гладь, не видя гору за ними, то пейзаж даже напоминает чем-то среднюю полосу. Какое-то осеннее озеро, но краски здесь такие, потому что закат. Именно солнышко окрашивает кустики в такой осенний загар, и учели, то бишь птички, здесь есть. Мы пока их хорошо не видим, но уже хорошо слышим. Это довольно звонкие птички, может быть, поэтому получили свое название фолога, что переводится с итальянского как простофиля, то бишь своим шумом себя выдают прожорливым хищникам. У нас эти птицы называются лысухи, потому что в период линьки бедолаги теряют почти все свои перышки. А также это случается после брачного периода. Уж очень стараются, не щадя своих перышек, выбрать надежного спутника жизни, потому что это птицы-однолюбы. И если помните мое видео про осьминожку, где бедняжка остается одна, то у этих птичек история полной семьи, с разделением обязанностей, где мама высиживает птенцов, папа, как и полагается, охотится, добывает еду. Когда рождаются птенцы, уже на 3-4 день мама их адаптирует к миру, выводит из густых зарослей камыша или тростника, где они живут. И затем прогулкам с семьей и обучению детей подключается папа. Вот такая правильная семья. А теперь предлагаю послушать то, что мы не должны были услышать. Вы слышали выстрелы? И люди, и птицы. Все, кто был там, очень испугались этих залпов. И выяснилось, что идет разрешенная охота на чингиалей, то есть на диких кабанов, о которых я вам рассказывала в одном из своих сюжетов. Кстати, уже после сюжета они снова к нам наведывались и изрыли еще половину сада. По причине того, что они так безобразничают, после завершения туристического сезона карабиньери,
Это итальянские органы правопорядка, деятельность которых контролирует экологические сферы в том числе. А мы пошпионим за Фологой. Эти густые заросли являются их домом или временным пристанищем, в зависимости от того, мигрируют они или нет. У них большое тяжелое тело, длинные ноги. Летают они плохо и могут вести оседлый образ жизни, либо же перелетают на небольшие расстояния. Как и для человека, для этой птички слишком оседлый образ жизни опасен, потому что они разучиваются летать и становятся более уязвимыми. Отличительной особенностью этих птиц является вот этот белый клювик. Почему-то вспоминается макияж индейцев, которых можно было назвать точно детьми природы, потому что они пытались в ней раствориться, быть в стиле миметико. И еще у этой птички красные, как у вампира, глазки. Оки росси, комы паприка, как поет итальянский певец Галя. И эта птичка нас заметила. И как будто бы вопрошает на своем птичьем языке «Коза валета даме». Что вы хотите от меня? И далее принимает очевидное решение держаться от нас подальше. С учетом того, что стреляли недавно. Кстати, выстрелы были довольно близко, что моему мужу показалось нарушением. Потому что стрелять рядом с объектами обитания редких животных и птиц нельзя. Потому что есть большой риск, что они покинут эти места и больше не вернутся. Пройдя буквально несколько метров вперед, я увидела этот красивый пляж с романтическим пейзажем, где также романтично прогуливалась пожилая парочка, экстравагантный мужчина с пышными ячменными усами, в красных панталонах, то бишь в красных штанах, в красивом зеленом свитерочке с рубашечкой. Под свитерочком элегантно спрятан галстук. Такой элегантный дедушка. Жалко, я их не успела заснять, они были далеко. И, видимо, его жена, элегантная пожилая женщина, в ярко-зеленой с розами блузке и розовых штанишках. Колоритная прекрасная пара, глядя на которую хочется сказать, если старость, то такая. В ярких одеждах, в приятном месте, с любимым под ручку. А мы решили двигаться дальше, пока не село солнце. Посмотрите, какое дерево, убитое плющом. Прямо домик какой-то феи. Звонко поют птицы. Послушаем. А мы с вами уже перенеслись в Палау, где попытаем счастье увидеть фламинго. Однажды здесь я их уже видела. И эта песчаная коса, дорожка к морю напомнила мне один из моих любимых фильмов «Достучаться до небес», где один из героев никогда не видел моря и смог увидеть его только перед смертью, что наводит на мысли о реализации своих мечтаний, желаний. Пока мы здоровы, полны сил, можем себе позволить путешествовать, потому что, как поется в одной веселой итальянской песне, может быть, в этом море мы не сможем плавать завтра. «Questa sera non ti dico no». Поет она, то есть этим вечером я не скажу тебе нет. «Domani non lo so», а вот завтра я не знаю. Такими словами продолжается эта задорная песня. И здесь такое красивое разветвление. С одной стороны море, с другой стороны тихое озеро, такой заливчик. Вечерние краски сгущаются. Здесь на острове всегда солнце садится очень интересно. Небо меняет краски с ярко-рыжего, даже красного, постепенно превращается в розовый, матовый, иногда даже в малиновый, такой фуксиновый несколько. И чем позднее, тем розовый постепенно, плавно срастается, сливается с матово-желтым и голубым, к ночи переходя в фиолетовый, и уже после наступает темнота. То есть в закате задействован почти весь спектр цветов. И дойдя, наконец, до заветного места, финикоптера, фламинго, мы не нашли в этот раз. Муж сказал, что они еще не долетели до Сардинии, так что подождем. Посмотрите, в небе летит самолет. Недалеко от этого места находится Кампеджо, то есть маленький полетный полигон, где мой муж успел отметиться. Об этом будет следующий сюжет. Если вы будете на Сардинии и тоже захотите полюбоваться ей с воздуха, или даже поучиться летать, то там можно. А это место мне и вам, я думаю, напомнило знаменитое произведение Толкина «Властелин колец», где бедняжка Фродо, маленький, казалось бы, беззащитный хоббит, храбро выполнял свою миссию и нес кольцо всевластия в страшный Мордор. И вот в фильме часто нам встречаются вот такие краски. И здесь эта гора, отражаясь в воде, в таких желто-рыжих волшебных тонах, напоминает око Саурона. Но это так, мои литературные и киноассоциации. У вас, возможно, есть свои, напишите в комментариях. Но мы решили не отчаиваться и попытать счастье, отправившись к третьему месту, правда, уже на следующий день. И третий такой залив, где мы с мужем часто видим птиц, находится у нас недалеко от дома, в Ла-Мадалене. Последний раз я там была весной. Все было усыпано кустами мимозы.
И вот такая дорога, которая тоже вызывает ассоциации с дорогой в Мордор. Ну, я совсем не думала, что то прекрасное, благоухающее место, которым я наслаждалась весной, окажется Даверо. То есть, действительно, как будто бы преддверием этого Мордора. Почему, сейчас вам поясню. Вот такие кусты нужно преодолеть, пройти по узкой дорожке, чтобы добраться до заветного места. И вот здесь начинаются берега, извилистые и красивые. Но когда я посмотрела с того места, где весной делала фотографии, вот оно, чуть позже сможете сравнить, то я была шокирована, потому что весной все было заполнено водой. Вот она, эта фотография. И за моей спиной плескалась вода, посмотрите, где сейчас ее нет. Конечно же, я задалась вопросом, как это случилось. Неужели наше лето было столь засушливым? В теленовостях говорили о Сицилии, о том, что там не было дождей практически весь год, и были высохшие реки, озера, земля там даже растрескалась. Почему же это случилось здесь? Неужели тех дождей, которые все же омывали Сардинию, было недостаточно? Вот мы спустились вниз, и муж сказал, что такого не видел много лет. Я подумала, что причиной всему страшные климатические изменения, которые происходят в мире, химические выбросы, которые влияют на изменение атмосферы, пластик, который блокирует живое дыхание океана. И не только это, но муж пояснил, что этот залив дает водоснабжение для нашего города. И, видимо, этим летом в силу большого потока туристов было израсходовано очень много воды. А дождей все-таки было недостаточно для того, чтобы компенсировать этот водный баланс. И вся надежда теперь на осень и на зиму. Вы скажете, а как же птицы? Птицы здесь остались, но в малом количестве. Что парадоксально, только совсем недавно национальный парк принял решение установить специальные кабиночки для наблюдения за птичками, чтобы люди могли спокойно фотографировать, не нарушая покой птиц. А мы проходим чуть дальше, и вот то, что было весной здесь. Все усыпано великолепными желтыми цветами. Под ногами рос дикий чеснок, невероятно вкусный. А мы с вами движемся к тем самым кабинкам, которые установили. И мы надеемся, что все-таки берега заполнятся водой, птицы смогут вернуться в привычные для себя места обитания. И вот из такого домика можно фотографировать. Висят 2 видеокамеры, чтобы не допустить вандализма здесь или браконьерства. То есть, не дай бог, кому-то взбредет в голову охотиться здесь. Здесь разрешена только фотоохота. Но мы были с Фортунати, то есть нам не повезло. Внутри домика стоит оборудование для работы камер. Мы видим, все это совсем новое, поставили только вот недавно. И зайдя в этот домик, из 3 окошечек можно выбрать для себя место поудобнее для фотографий. Только вот фотографировать, к сожалению, пока что некого. Можно подойти будет ближе. Вот такую еще штукенцию поставили. Но в нашем случае даже это не спасает положение. Поэтому вспомним весну, когда мы смогли увидеть в этом месте вот таких красивых птичек-уточек, абсолютно разных, вот такой необычной окраски даже, и героиню нашего сегодняшнего сюжета – Фолагу. И тут мы ее видим не со своим семейством, а в окружении различных пестрых подружек и друзей. Можно наблюдать, как они перелетают, ныряют. И вот такой красивый стриж, которого мы успели заснять в полете. Вот наша Фолага на девичнике или на мальчишнике прощается с холостой жизнью. Потому что мы уже знаем, что брачный период для них – это период настолько осознанного выбора, настолько энергозатратный, что бедолаги даже полностью лысеют. Уже темнеет, и мы возвращаемся. Если видите черные точки над этими деревьями, то знайте, что это летучие мыши. И на Сардинии они никакие не вампиры, а супер милые, маленькие, супер полезные пожиратели комаров. У меня есть сюжет, где летом мы пытались спасти одну несчастную летучую мышку, которой либо стало плохо от жары, либо она умирала уже от старости. Или от болезни, никто не знает. После истории с ковидом было несколько страшно, но кто мы такие будем, если не поможем живому существу в момент, когда еще можно помочь. Если представить особенно нас на месте этой несчастной мышки, конечно, все бы хотели помощи. Она сначала попила, ожила. Я вам говорила, что мой муж биолог, и у него есть друзья-биологи, эксперты в различных областях, в том числе есть друг Марио, и он прекрасный эксперт по летучим мышам. Именно он помогал нам понимать, что делать, и именно он дал прогноз, к сожалению, очень печальный, что наша мышка слишком худа.
отощала, и у нее мало сил, чтобы выжить. Он сказал, после того, как она немножко придет в себя, полежит, можно вечером попробовать ее вынести на улицу и дать возможность взлететь. Я была сильно удивлена, ведь как она может взлететь, если у нее нет сил? Но Марио сказал, что ей нужно есть, ей нужны комары в большом количестве. И если она не пополнит свой организм энергией, добытой от еды, то обречена. Мы попробовали вынести ее на улицу, но бедолага так и не смогла улететь. Я поймала для нее одного комара, конечно, мало, но как только она пыталась его съесть, тут же отключилась, и тем самым неутешительный прогноз Марио сбылся. Возле нашего дома на террасе постоянно летают ее сестрички или фрателлини, то бишь братишки, и цикл жизни продолжается. И когда мы возвращались домой, в темноте вычислили вот такого серого кота, который бы хотел замаскироваться под эти камушки, то есть быть миметико, как почти все животные Сардинии. Но у котов другая суперспособность – радовать дома своих хозяев. Красиво лежать, отдыхать, принимать правильную позу для полного расслабления, чему можно у них поучиться, как то делают, например, наши. Такая кошачья йога. Прямо никакого массажного салона не надо. Находим вечером теплый камень. Супер приятные ощущения гарантированы. Проверено на сардинских котах. Спать правильно у них тоже можно поучиться. Часто они принимают позу сердечка, мордочками друг к дружке и очень мило обнимаются. Все делают максимально расслабленно. Желаю нам с вами этого тоже. Владеть таким важным жизненным искусством, как успокаиваться, расслабляться, находить максимально удобную позицию, как для отдыха, так и для актива. Природа мудра. Пусть, приняв эту мудрость, мы станем добрее и счастливее. Всем нам этого желаю. Надеюсь, до новых встреч на моем канале. Чао!